Эфир нашего телеканала продолжит актуальное интервью. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 15 мая – Международный день семьи. Этот праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Это всенародный праздник, который отмечают во многих семьях. Цель праздника – привлечь внимание общественности к проблемам семей и укрепить семейные ценности. К торжеству традиционно приурочивают конференции, круглые столы, дискуссии, форумы, культурно-массовые мероприятия. Об этом и не только мы поговорим сегодня с нашей гостьей. Это Татьяна Комаренко, заместитель руководителя управления ЗАГС при правительстве Республики. Татьяна Васильевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно Владимир Путин, обращаясь со своим посланием к Федеральному собранию, заявил, что муниципальные государственные услуги должны оказываться 7 дней в неделю, 24 часа в сутки в онлайн-режиме. Какая работа в этом направлении ведется органами ЗАГСа по улучшению предоставления качества услуг? Цифровая трансформация – это основная задача, стоящая перед органами ЗАГС в 2021 году и ближайшие годы. Министерством юстиции Российской Федерации разработан соответствующий законопроект и уже направлен в правительство Российской Федерации, предусматривающий перевод в дистанционную форму двух государственных, самых востребованных среди населения услуг. Это государственная регистрация рождения и государственная регистрация смерти. То есть будут запущены два суперсервиса. Первый сервис – это рождение ребенка, второй – утрата близкого человека. Граждане с момента, запуска этих двух суперсервисов, граждане для получения этих государственных услуг могут воздержаться и больше лично не посещать органы ЗАГС. То есть люди смогут подавать заявление в электронном виде через личный кабинет на портале государственных услуг в отдел ЗАГС. Это они смогут делать в любое время суток, хоть днем, хоть ночью, в праздничный, выходной день, либо рабочий день, в любое время, когда им удобно. Подают заявление таким образом в отдел ЗАГС, и отдел ЗАГС направляет им сюда же на личный кабинет, на портал государственных услуг, который находится на портале, подают, отправляют соответствующие сведения. Нужно сказать, что эти сведения будут иметь ту же юридическую силу, что и на сегодняшний день мы получаем документы о государственной регистрации рождения и смерти на бумажном носителе. Все мы знаем, в формате А4 у каждого у нас имеется свидетельство о рождении, свидетельстве о смерти, об утрате близких нам людей. Да? Тут будет вот таким образом соответствующие сведения иметь такую же юридическую силу. Данный проект уже, это пилотный проект, уже апробируется в некоторых субъектах Российской Федерации, и в 2023 году планируется введение его на всей территории Российской Федерации. Повсеместно. Да. Но если говорить об изменениях, которые произошли уже в этом году, то какие моменты можно отметить? С 1 января 2021 года у нас введен принцип экстерриториальности, что тоже будет очень удобно для граждан. Что это означает? Что граждане теперь, независимо от места государственной регистрации по месту жительства, то есть где они проживают и официально зарегистрированы, обратиться за получением повторного свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния в любой орган ЗАГС, находящийся на территории Российской Федерации. Проще можно сказать таким образом. Все мы очень часто теряем документы наши, свидетельства о государственной регистрации и рождения, и смерти, о браке, о разводе. И в самый последний момент мы вспоминаем о том, что нам этот документ нужен, кидаемся, начинаем его дома искать, да, судорожно, впадаем в панику, понимая, что, зная эту историю, что получить очень трудно, как говорят в народе, дубликат. У нас повторное свидетельство о государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния. То есть люди делали запрос, если, допустим, они проживают в Москве или в Якутске, а регистрация была совершена брака там, или рождения, или смерти в Нюрбе, им надо было обращаться туда, делать запрос, ждать тут, когда поступит. Проходил месяц, порой проходило даже более, да? Пропускали сроки, куда нужно было представить эти документы, было очень неудобно.
А теперь, благодаря, значит, вот этим нововведениям с 1 января 2021 года, люди смогут, если находятся, допустим, в Сочи на отдыхе в отпуске, вспомнили, что им надо свидетельство о браке, а они регистрировали брак, допустим, в Сунтарском районе, могут подойти в Сочи в ближайший отдел ЗАГСа, обратиться с паспортом, и им выдадут этот документ. Это стало благодаря тому, что у нас в 2018 году был создан на территории Российской Федерации ФГИС ЕГР-ЗАГС. Единая федеральная база народонаселения, можно так сказать. Мы ее называем ФГИС ЕГР-ЗАГС. В эту базу внесена вся информация о каждом человеке, проживающем на территории Российской Федерации. Все, начиная от рождения и заканчивая смертью. Да? То есть все есть, когда женился, когда развелся, все данные там имеются. Это большой труд, который был проделан работниками органов ЗАГС Российской Федерации на протяжении 2 лет. У нас в республике была проделана огромная работа, и за 2 года силами работников органов ЗАГС было переведено в электронную форму все актовые записи, находящиеся на территории нашей республики, более 3 миллионов актовых записей. То есть люди работали без выходных и проходных. И хочу сказать, что вот такой их самоотверженный труд был отмечен Министерством юстиции Российской Федерации, и были направлены соответствующие благодарственные письма в адрес Александра Сергеевича Николаева и руководителя управления ЗАГС за проделанную работу. И вот 30 декабря закончилось наполнение этой федеральной программы, все субъекты наполнили ее, значит, сведения о каждом человеке, который проживает на их территории, и теперь люди вот так вот просто могут, где находятся, подойти и сказать: пожалуйста, выдайте мне повторный документ, и тут же его получат на руки. Ну что ж, действительно, труд колоссальный, но и преимущества здесь неоспоримые. День семьи. Как он проходит в органах ЗАГС? Какие мероприятия обычно проводятся в этот день? В первую очередь я хочу поздравить всех жителей нашей республики с Международным днем семьи, пожелать крепости семейных уз, чтобы дома вас ждали всегда с теплом любящие, родные, близкие вам люди. Особенно хочется поздравить семьи долгожителей, пожелать им здоровья, долгих лет жизни. Традиционно у нас в органах ЗАГС проходит очень много мероприятий в этот день. Мы проводим торжественные выписки новорожденных из детских домов, проводим торжественное вручение первых документов новорожденным детишкам, их свидетельств о рождении. Церемонии именоречения проводятся, торжественные регистрации брака мы проводим. Проводим юбилейные свадьбы, в различных формах проводим также беседы, личные беседы с молодоженами, круглые столы, различные мероприятия, направленные на укрепление института брака и семьи. Очень жаль, но теперь, учитывая вот сложившееся в этом году, буквально совсем недавно, да, у нас осложнилась вот ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, и, конечно, у нас часть мероприятий отменена, часть мы будем проводить онлайн все равно. Вот, говоря о семьях долгожителях, скажем так, расскажите, пожалуйста, о том, что вы с собой принесли, что это за памятный знак, что за книги. Я принесла в студию знак «Семейная доблесть». Этот знак вручается семьям-долгожителям, которые прожили в совместном браке 50 и более лет. Этот знак является ведомственной наградой управления записи актов гражданского состояния при правительстве Республики Саха-Якутия. Нужно сказать, что этот знак был учрежден у нас в 2007 году, в год 90-летия органов записи актов гражданского состояния. Для получения знака граждане могут подойти по месту жительства в отдел ЗАГС и заявиться о том, что действительно такое событие имеет место, и, значит, в торжественной обстановке данный знак будет им вручен. Также хочу сказать, что в 2019 году нами проведена работа и учрежден к этому знаку приветственный адрес главы нашей республики. И, значит, одновременно происходит вручение приветственного адреса и, значит, знака «Семейная доблесть». В год у нас выдается где-то 200-300 знаков и приветственных адресов.
Органы ЗАГС, когда регистрируют браки, соответственно, появляется некая статистика, отражающая демографическую ситуацию у нас в республике. Скажите, какая сейчас тенденция? То есть был момент, когда у нас разводов регистрировалось больше, чем браков за год. Как выглядят брачно-семейные отношения в республике вот на текущий момент? Что касается заключения браков. У нас на территории Якутии ежегодно создается более 4000 семей. Все больше с каждым годом у нас и увеличивается количество многодетных семей. Количество у нас браков всегда неизменно превышает количество разводов существенно. Существенно превышает количество разводов. И хочу сказать, что у нас все больше в брак вступают девушки в возрасте от 24 лет и молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет. Нужно сказать при этом, наверное, анализируя о том, что у нас более активно стали люди вступать в брак в более осознанном возрасте, то есть осуществляется планирование семьи. Люди уже обдуманно вступают в брак. Ранее вступали все чаще в брак, активнее вступали девушки в возрасте от 18 до 20 лет. Тут я также хочу отметить, что у нас преобладает в основном рождение детей в браках у людей в возрасте начиная от 25 до 34 лет. То есть люди тоже в более осознанном возрасте планируют рождение первого ребенка. Рождение детей, да. То есть более осознанный возраст уже не 18, не 19 лет, не 17 лет, да, а вот в таком более зрелом возрасте, что, в принципе, является очень хорошей цифрой. Также я хочу сказать, что у нас на территории республики все больше с каждым годом рождается вторых и третьих детей. И больше у нас, как всегда, у нас на протяжении многих лет уже мальчиков рождается больше, чем девочек. И мы говорим, смеемся о том, что в свое время все невесты будут обеспечены женихами. Безусловно, на такой всплеск рождаемости, по-другому это не назвать, все-таки повлияли меры поддержки государства семей с детьми. Это и семейные капиталы, и выплаты на второго ребенка, и третьего, и последующих. В принципе, это здорово, что такая статистика у нас наблюдается. Скажите, пожалуйста, проект очень интересный «Золотые семьи Якутии». В каждом выпуске книги собраны семейные истории пар, проживших вместе много лет. Расскажите немного о создании этого проекта, когда он зародился и как он реализован в настоящее время. Проект был зарожден в 2008 году. Этот год был у нас в Якутии объявлен годом семьи, и в управлении ЗАГС было принято решение об издании книги «Золотые семьи Якутии». Этот проект стал, в принципе, золотым бестселлером на территории нашего региона. Эта книга очень популярна и вызвало ее издание большого уважения и большая известность ее среди населения нашей республики. Вот первая книга, я хотела бы показать, которая у нас была выпущена. Первая книга «Золотые семьи Якутии» в 2008 году. Сейчас у нас уже издан 6-й выпуск книги «Золотые семьи Якутии». Этот выпуск был последний издан в 2020 году. Сюда вошла 101 семья из 30 улусов районов нашей республики. Но на сегодняшний день нами проводится большая работа по изданию 7-го выпуска книги «Золотые семьи Якутии». На сегодняшний день у нас уже поступило 115 ходатайств. Мы работаем с этими ходатайствами и, значит, приступим к 7-му выпуску этой книги. Эта книга, 7-й выпуск, будет посвящен столетию Якутской ССР и Году здоровья. Также хочу сказать, что эта книга является общественно-политическим изданием и издается один раз в 2 года. Семьи включаются в данную книгу по ходатайствам органов государственной власти, учреждений, организаций и администрации муниципальных образований.
А родственники, например, вот, кто решит поздравить своих родителей, ходатайствуя о памятном знаке, могут ли они тоже попроситься, скажем так, в какой-то из выпусков? Конечно, конечно, конечно. Им нужно просто по месту жительства подойти в администрацию муниципального образования. И если они имеют соответствующие заслуги, ну, принимали активное жизненное, значит, занимали активную жизненную позицию на территории, значит, муниципального образования. Да, да, да. Обязательно они будут поддержаны, ходатайства будут направлены в наш, значит, отдел ЗАГС. Ходатайство мы всегда поддерживаем, никому никогда не было отказано. И все, кто подавал, они все долгожители семьи сюда у нас включаются. Инициатива просто чудесная. Татьяна Васильевна, я от всей души благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. С наступающим праздником и всего доброго вам. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». В преддверии Международного дня семьи у нас в гостях была Татьяна Комаренко, заместитель руководителя управления ЗАГС при правительстве республики. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.